Бог в своей бесконечной милости пришел к вам в это время, чтобы поделиться важными откровениями о вашей жизни и о надвигающейся опасности, которая вас окружает. Вокруг вас идет духовная война, война за безопасность вашей души и тех, кого вы любите. Тайный враг, маскирующийся под союзников, стремится сеять раздор, зависть и разрушение. Вы должны обращать внимание на знаки, указывающие на вас. Ангелы, обеспокоенные вашим путешествием по земле, требуют вашего внимания. Вас окружает человек, чье сердце полно зависти и чьи намерения злы. Этот человек хочет причинить вам боль, хочет, чтобы вы упали, и его присутствие представляет непосредственную опасность для вашей жизни и благополучия. Кроме того, сатана сплел вокруг вас свою паутину обмана и искушения. Он пытается ввести вас в заблуждение, вовлекает в свои злые планы и пытается сбить вас с пути познания и праведности. Ловушки злодея коварны, а его уловки хитры, так что вам следует быть настороже. Бог открыл в своей бесконечной мудрости, что вам пора принять решение. Вы должны разорвать связи с теми, кто хочет причинить вам вред, избегать дурного влияния, которое вас окружает. Ваше спасение зависит от вашего выбора, и вы должны действовать сейчас, пока не стало слишком поздно. В это трудное время Бог дал вам возможность искупления. Он ведет вас по пути истины и познания, давая вам покровительство и защиту, но вы должны открыть свое сердце и принять Его слова с верой и смирением. Не игнорируйте этот божественный призыв, потому что исход в ваших руках. Примите Божью любовь и руководство, и вы выйдете из тьмы в безопасные Его любящие объятия. Господи, я прошу Тебя посылать в мою жизнь только добрых людей, и те, кто приходят ко мне, руководствуются Твоим пониманием и любовью. Прошу вас разместить здесь свои пожелания, чтобы привлечь, по-моему, только хорошую энергию. Поделитесь сегодня на Божьем молитвенном канале, чтобы укрепить свою веру и благословить свою жизнь. Ваш ответ должен быть твердым «Аминь» в деталях, потому что только ваша вера и послушание позволят вам преодолеть испытания, которые вас ждут. Этими словами Бог обращается к вам, пытаясь увести вас от опасностей и теней, которые вас окружают. Ангелы беспокоятся о вас, потому что вы, возможно, потеряли покой. Смерть подстерегает, и вы должны спастись из этой пропасти, которая открывается перед вами. Враг скрывается вокруг вас каждый день. Следите за их трюками, поскольку их атаки постоянно усиливаются. Если вы не готовы платить высокую цену, вскоре вы столкнетесь с большими проблемами. Я хочу, чтобы вы получили удовольствие и поделились этим сообщением, чтобы другие могли быть предупреждены. Ангелы указали, что с вами пытается поговорить кто-то из прошлого. Оставайтесь до конца, чтобы получить дополнительную информацию. Бог предупреждает, что чем больше вы потворствуете греху, тем с большим количеством проблем вы столкнетесь. Он приносит Святой Дух, чтобы коснуться вашей души, чтобы показать, что успех возможен, принять правильное решение. Срочное предупреждение ангела. Смерть пытается найти вас, но вы можете убежать, если проигнорируете голос, который уводит вас от этого сообщения. Бог обеспокоен, потому что есть люди, которые хотят причинить вам вред. Будьте осторожны, это может причинить много вреда.
И снова ангелы беспокоятся, видя вокруг вас негативные энергии. Если хочешь победить зло, отдай свое сердце. Помните, у вас есть выбор, но если вы выберете неправильный путь, будут последствия. Бог взывает о вашей защите и молится, чтобы вы остерегались искушений, замаскированных под знаки любви. Будьте мудры и делитесь своими благословениями с теми, кто искренне желает вам добра. Комментарий «Я с Иеговой». Отец мой, слушай внимательно эти слова, потому что в твоих днях есть божественное руководство. Не игнорируйте этот призыв, ведь на кону стоит ваша душа. Пусть ваши знания будут просвещены Божьей любовью, которая всегда приведет вас к победе. Бог будет продолжать говорить с вами с любовью и заботой, потому что ваша судьба в ваших руках. Враг окружает вас и пытается отвлечь вас от пути просветления, но у вас есть силы сопротивляться. Откройте свое сердце божественному руководству и избегайте влияний, которые удерживают вас от истины. Важно не игнорировать знаки, которые вам показывают, потому что отправляются важные сообщения. Бог хочет, чтобы вы взяли под контроль свою жизнь и принимали решения, которые приведут вас к миру и счастью. Будьте сильными и стойкими перед лицом трудностей, потому что божественное знание с вами. Всегда помните, что истинная мудрость заключается в способности отличать добро от зла. Пусть ваши шаги направляются светом истины, и пусть ваша вера укрепит вас перед лицом испытаний. Все решения, которые вы принимаете, должны быть вдохновлены любовью и добротой, ведь именно так вы обретете истинный мир в своем сердце. Сын мой, слушай меня внимательно, потому что мне нужно передать важные сообщения. Знайте, что путь к успеху и личностному росту лежит через постоянное стремление к знаниям и практику смирения. Во-первых, важно, чтобы вы знали о важности надлежащего руководства и поддержки на протяжении всей вашей карьеры. Однако не забывайте, настоящий секрет полного раскрытия вашего потенциала заключается в вашей преданности делу и усилиях. Пояснение 8080 обеспечивает божественную защиту. Важно преодолевать трудности смело и решительно. Эти вещи дадут вам важные уроки, которые укрепят ваш дух и вашу веру. Всегда помните, что вы не одиноки в этой битве, потому что Бог с вами, направляя и ободряя вас на каждом этапе пути. Не отвлекайтесь на поверхностную внешность и тщеславные амбиции. Цените самое важное в жизни – свои чувства, свои отношения и свою духовную связь. Тщательно выбирайте энергию, которую вы можете вдохнуть в свою жизнь, и окружите себя людьми, которые улучшат и воодушевят вас. Объяснение 770 противостоит и преодолевает любые препятствия, защищая себя от негативных влияний. Будьте готовы встретить любые испытания, которые встретятся на вашем пути, и полагайтесь на божественную благодать, которая поддержит вас. Всегда помните о силе своих слов и действий, потому что они способны формировать вашу судьбу и людей вокруг вас. Внимательно слушайте чудесные сообщения, которые Вселенная посылает вам через знаки и мысли. Не поддавайтесь жадности и бесполезным иллюзиям, доверьтесь руководству своих ангелов-хранителей и обдумывайте последствия своих решений. Информация 5050 и ваши ангелы-хранители будут всегда с вами, обеспечивая руководство
и защиту с помощью знаков и информации. Подумайте о своих действиях и о том, как они влияют на окружающих. Благодаря межличностному взаимопониманию вы укрепляете свою приверженность этичному и сострадательному поведению. Важно обратить внимание на негативную энергию, которая часто проявляется через ревность и зависть. Окружать себя хорошими людьми и держаться подальше от тех, кто пытается омрачить ваше понимание, важно для вашего эмоционального благополучия. Примите результат, который мы тщательно подготовили для вас. Вы сможете преодолеть все препятствия и победить ловушки, которые могут бросить ваши враги. Напишите 6060, чтобы полностью принять тщательно спланированную судьбу своей жизни. Это напоминание о том, что Божьей благодати достаточно, чтобы поддержать вас во времена слабости. Избегайте принятия поспешных решений, так как это может привести к растерянности и гневу. Действуйте осторожно, основывайте свои решения на достоверной информации и избегайте недоказанных идей, которые влияют на ваши эмоции или решения. Ко всем трудностям следует преодолевать мужество и уверенность, чтобы укрепить свою устойчивость и защитить свое внутреннее счастье. Доверьтесь божественному руководству, потому что оно всегда рядом, чтобы направить вас. По своей бесконечной доброте я обещаю вам восстановление. То, что сломано, будет восстановлено с любовью и заботой. Семейные отношения, потрясенные жизненными бурями, укрепятся и обновятся. Гармония и единство наполнят ваши дни, устраняя любую печаль и конфликты. И я обещаю вам, что все, что было потеряно, все, что было несправедливо отнято, будет восстановлено. Желаю вам пролить успех, радость и благословение на свою семью, спасти их от страданий и дать им новую надежду. Я прошу вас остаться здесь до конца, если вы хотите в полной мере получить это божественное обеспечение. Это славные минуты Господни. Сын мой, я пришел предложить тебе искупление, прощение и вечный мир. Независимо от того, насколько далеко вы или кто-либо из вашей семьи чувствуете себя от меня, моя благодать всегда может достичь. С моей безусловной любовью я протягиваю руки, чтобы принести спасение и полноту жизни кающимся сердцам. Напишите 4040, если вы и ваша семья ищете прощения и спасения у Бога. Когда вы безнадежны и дрейфуете посреди большого океана, может быть трудно найти путь вперед. Однако в те моменты, когда нас грозит одолеть горе, Бог тихо шепчет: «Я всегда буду рядом, чтобы направлять тебя». Это знание божественного присутствия и сложной работы нашего Создателя в нашем народе. Обратитесь за помощью к высшим силам, когда тяжесть этого мира станет невыносимой. Бог продолжает увещевать нас в своей любви. Я вижу вашу борьбу и знаю желание вашего сердца. Вы можете чувствовать нетерпение в поисках быстрых ответов и быстрых решений. Но я говорю вам, верьте в меня и мой план для вас. Когда вы доверяете мне, вы доверяете моим святым рукам. Я Бог, знающий начало и конец, прошлое, настоящее и будущее. У меня есть сила изменить ситуацию и принести лучшее в вашу жизнь. В каждой задаче я работаю спокойно, используя все в свое удовольствие. Даже если ты не знаешь как, я открою двери для твоей победы и подготовлю почву.
Мой план для тебя идеален, и в нужное время все исполнится. Я знаю, что ожидание может быть трудным, можно проливать слезы, а разочарование может постучать в твою дверь. Но не теряй веры, сын мой, я всегда буду с тобой. Я укрепляю тебя, веду тебя к лучшему. Помните, что мое время отличается от вашего. Хотя вы можете видеть лишь небольшую часть картины, я вижу всю картину. Поверьте мне, ведь я автор жизни и вечности. Дождитесь подходящего времени, когда все будет устроено и вы по-настоящему готовы, и я удивлю вас преимуществами и возможностями, превосходящими ваше воображение, потому что мое время идеально, и я забочусь о каждой детали вашей истории. Согласно Псалму 124:1, те, кто доверяет Иегове, будут подобны горе Сиону, которое будет стоять вечно. В этом стихе из 125-го псалма те, кто надеется на Иегову, сравниваются с горой Сион, твердой и непоколебимой. Это наводит на мысль, что те, кто верит в Бога, подобны горе, которое не движется в жизненных ситуациях и трудностях. Подобно тому, как гора Сион является символом стабильности и безопасности, вера в Бога обеспечивает прочную и стабильную основу для противостояния жизненным переменам. Это ободряющее послание доверять Божьему обеспечению и способности позаботиться о нас в любой ситуации. Однако мы часто становимся нетерпеливыми и беспокойными, задаваясь вопросом, почему в нашей жизни происходят определенные вещи и почему мы сталкиваемся с трудностями и страданиями. В эти нестабильные времена этот стих напоминает нам, что Бог сотворил все прекрасным в свое время. Иногда мы чувствуем себя потерянными, тонущими в море смятения и не зная, куда идти, но важно помнить, что Бог все контролирует. Он тихо шепчет в наших сердцах, напоминая нам, что Он всегда рядом, направляя нас на каждом этапе пути. В своей бесконечной мудрости Бог поместил мир в наше сердце, дав нам сильное желание найти смысл и цель. Однако Он напомнил, что невозможно до конца понять проделанную им работу от начала и до конца. Наш человеческий разум ограничен, а его понимание безгранично. Поэтому вместо того, чтобы пытаться все понять и контролировать, мы должны научиться полагаться на Божье время. У Него есть сила изменить сломленное, исцелить раненых и восстановить утраченное. Даже если ситуация кажется трудной, мы должны довериться Его любящим рукам. Мои дорогие, пусть мы обретем покой и утешение, зная, что у Бога есть цель для каждого времени нашей жизни. Мы полагаемся на Его идеальное время и ищем Его план для нас. Когда мы чувствуем нетерпение, давайте помнить, что Он работает за кулисами, устраивая все для нас. Давайте отдадим Ему наши заботы, сомнения и страхи, зная, что Он верен и будет совершать в нас свою работу. Верьте в свое время, потому что чудеса случаются. Напиши «Я жду, Господа», если веришь, что время Господне совершенное. Бог предупреждает вас, что каждое испытание в вашей жизни тщательно выбрано, чтобы укрепить вас и подготовить к великим планам, которые Он приготовил для вас. Не бойтесь плохих вещей, ведь это всего лишь ступеньки на лестнице, которая приведет вас к реализации вашего божественного предназначения. Доверьтесь Ему, отпустите свои заботы и тревоги и ждите, что Он превзойдет ваши ожидания. Помните, я не боюсь катастрофы, потому что со мной Иегова.
Ангелы говорят о надежде и обновлении. Слушайте внимательно, потому что ответы, которые вы ищете, обычно находятся в нежном шепоте ветра или покое вашего сердца. Ангелы всегда на связи, помогая вам обрести внутренний покой и правильное направление в жизни. Напишите 9090. Мы должны помнить, что истинное богатство заключается в любви, доброте и отношениях, которые мы развиваем. Ангелы призывают нас инвестировать в наш духовный капитал, который останется с нами в загробной жизни. От этой мирской жизни мы обогащаем не только себя, но и окружающих. Число 5050 дает стимул для веры, совершенствования и спасения. Это возможность вспомнить, как таинственным образом действует Бог, вести нас через все испытания и показывать, что ни одна дверь не открывается, чтобы ее закрыли. Ангелы предупреждают нас, чтобы мы обращали внимание на лучшие стороны жизни, потому что они дают самые глубокие уроки. Они побуждают нас развивать спокойствие и находить радость в мелочах, потому что именно в этом заключается настоящее счастье. Пусть нам хватит мудрости распознавать святые знаки на нашем пути. Ангелы говорят, что в ткани человеческого сообщества каждый человек интегрирован в силу и красоту целого. Сострадание и сочувствие – это узы, которые связывают нас вместе, создавая ткань богатых и разнообразных отношений. Они побуждают нас выйти за рамки наших различий, найти единство в многообразии и признать, что мы все едины. Давайте наводить мосты понимания и любви, укреплять наше глобальное сообщество. Если ты останешься верен мне, и если ты полагаешься на мою любовь и мое руководство, даже если кажется, что все потеряно, у тебя будут силы преодолеть любые трудности. Я здесь, чтобы воскресить тебя из пепла и привести к новому рассвету. Помни, я верю в твою любовь, Отец мой. Не бойся, сынок, ведь даже в бурю есть надежда. Даже если мир вокруг вас рухнет, ваша вера будет крепкой скалой, которая укрепит вашу силу, и в конце этого путешествия вас ждет большая награда, чем вы могли себе представить. Сын мой, в поисках истины мы часто сталкиваемся с вопросами, оставшимися без ответа. Я призываю вас принять это путешествие не как борьбу, а как танец тайны. Тщательно продумайте сад. После обработки почвы ее готовят с любовью и преданностью. Семена сажают с нетерпением и поливают с терпением. Со временем они прорастают и превращаются в красивые цветы и обильные плоды. Точно так же ваш брак и ваши дети будут подобны пышному цветущему саду. Вы услышите мелодии радости и смеха, гармонии и любви. Будущее, которое я приготовил для вас, будет процветающим и изобильным. Позвольте мне работать над вашими отношениями, открывать двери возможностей, приносить благословение и давать мудрость для преодоления любых проблем. Ваша вера в меня – это ключ, открывающий все двери в успешную и счастливую семейную жизнь. Будьте стойкими в своей вере и своей духовности, потому что именно там вы обретете истинный мир и спокойствие. Пока вы связаны с Богом, никакое внешнее беспокойство не сможет поколебать ваш внутренний покой. Забронируйте 3030, чтобы продолжить совершенствовать свою карьеру и поднять свой успех на новый уровень. Мы предлагаем нашу поддержку и экспертное руководство, чтобы помочь вам на этом пути.
Истинная радость приходит от глубокой связи с духовностью. Уделите время и силы укреплению своих отношений с Богом, и вы обретите внутренний покой, несмотря на жизненные трудности. Ангелы говорят о жадности, которая омрачила нашу проницательность, заставляя нас пренебрегать важными потребностями своей души и других людей. Важно открыть глаза на последствия жизни, жадной только до материальных благ, и познать истинное богатство, которое может принести сбалансированная жизнь. Напишите 888, чтобы ускорить работу и повысить производительность. Наша роль – обеспечивать постоянное руководство и поддержку, но ключевым элементом в раскрытии вашего полного потенциала является принятие и размышление над истинами, содержащимися в этом божественном послании. Надо понимать, что следование по пути жадности может привести ко многим опасностям. Когда человек ищет только материальные блага, он оторван от ценностей и становится глубоко неудовлетворенным и одиноким. Вы можете отправить номер 2891, чтобы узнать специальный метод, который мы создали для вас, метод, который поможет вам решить любую проблему. Помните, что даже когда вы чувствуете себя слабым, у меня достаточно благодати для вас. Во времена успеха и совершенствования, когда вы более подвержены завистливым взглядам, молча празднуйте свои достижения, пока они не будут полностью реализованы. Важно осознавать внешние воздействия, которые могут нарушить ваш покой. Укрепив свою устойчивость, вы не одолеете негативную энергию. Стойте твердо в своей вере и святой цели. Зло часто маскируется под добро, обещая мгновенное удовлетворение неосторожным. Осознайте эти обманы, которые пытаются заманить вашу душу в ловушку печали и смятения. Постоянное размышление о своей жизни и принятие решений с терпением и мудростью обеспечат успех и прочный мир. Не убивайте себя тщеславием, потому что оно может замаскировать вашу истинную природу. Боль, которую вы чувствуете, это знак того, что вам нужно изменить приоритеты и найти баланс между заботой о себе и духовным ростом. Избегайте принятия поспешных решений, так как это может привести к ненужным ошибкам, которые могут навредить вашему благополучию. Будьте благодарны за благословение в вашей жизни. Это укрепит вашу защиту от сил, которые пытаются вас уничтожить. Не делайте поспешных мыслей, они могут затмить истину. Всегда слушайте ангелов вокруг вас, но не забывайте играть активную роль в защите. Будьте смиренны и ищите духовного знания, потому что вы сможете узнать разницу между добром и злом. Настоящее богатство не в товарах, а в человеческих отношениях и внутреннем мире. Эгоизм должен быть сбалансирован, чтобы ваша душа не попала в ловушку осуждения других. Настоящая красота заключается в простоте, доброте и безусловной любви. Внимательность к своим действиям – мощная защита от небрежности. Относитесь к своему разуму с уважением и любовью и питайте его добрыми мыслями, медитацией и молитвой. Это развивает умственную силу, которая защитит вас от негативных влияний. Всегда помните, что каждое ваше действие имеет последствия, поэтому вам следует хорошо подумать, прежде чем его совершать. Потратьте некоторое время, чтобы подумать о влиянии вашего выбора, как в этом сезоне размышлений. Это мощный щит от нападения. Ваш разум
– это священный храм, и вы должны относиться к нему с глубоким уважением и любовью. Питайте свой разум и душу хорошими мыслями, медитацией и молитвой. Эти практики укрепляют ваш разум и защищают вас от негативных влияний, которые пытаются разрушить вашу радость. Всегда помните, что я рядом с вами, чтобы направлять и защищать вас в вашем путешествии. Верьте в меня и себя, потому что вы сильнее, чем думаете. Ищите истину и любовь во всех своих действиях, и вы обретете мир, который ищете. Ангелы настоятельно рекомендуют практиковать благодарность и сострадание как мощное противоядие от чрезмерного баловства. По мере того, как вы развиваете благодарность за то, что у вас уже есть, и сострадание к другим, вы начнете видеть за пределами поверхности и ценить то, что реально имеет неприходящую ценность. Те, кто охвачен жадностью, теряют чувствительность к страданиям и нуждам других и изолируются в мире, который ценит только материальные вещи. Такой уровень духовной слепоты мешает развитию настоящих отношений и по-настоящему насыщенной жизни. Вы должны помочь потерянным понять повторяющиеся закономерности в их истории, чтобы они могли подвергнуть сомнению и переписать историю своей жизни, открывая новые надежды и новые возможности. Я также предупреждаю вас укреплять свои отношения с Богом посредством горячей молитвы и глубоких размышлений. Этот духовный щит станет вашим лучшим другом. Против мирской зависти помните, что яркость вашей души отражает вашу чистоту и непорочность. Уделите время исследованиям и размышлениям, прежде чем делать какие-либо предположения. Эта забота является защитой от разрушения невежества, которое может стать причиной вашей жизни и жизни вокруг вас. В образе утраты часто слышатся отголоски неуверенности и страха, указывающие на внутреннюю борьбу за то, чтобы найти ясное направление и более глубокий смысл своей жизни. Не забывайте всегда быть рядом, чтобы выслушать и сказать слова поддержки, потому что ваше постоянное присутствие и постоянная поддержка могут стать препятствием, которое позволит кому-то найти свой путь и вернуть радость жизни в полноценной жизни и цели. Запутанный путь невежества полон заманчивых ловушек с обещаниями мгновенной славы и признания. Постоянное стремление к внешнему совершенству может отвлечь вас от настоящих сокровищ жизни, которые заключаются в духовном росте и честных отношениях с Божественным. Тщательное обдумывание каждого события позволяет действовать правильно и точно, уменьшая последствия и сожаления в будущем. Этот процесс превращает проблемы в явные возможности для личностного роста и расширения прав и возможностей. Негативные последствия неуловимы и могут быть подчеркнуты настолько тонко, что остаются незаметными для отвлеченного глаза. Будьте тверды в своей вере, будьте усердны во всех мыслях и действиях, ибо истинный путь познается не простотой, а честностью и божественным знанием. Следите за небольшими изменениями в окружающей среде, поскольку места, которые когда-то были защищенными, могут стать нефункциональными из-за негативной энергии. Регулярная очистка ауры и выравнивание чакр важны для распознавания и предотвращения этих эффектов. Развивайте свои эмоциональные и духовные навыки, чтобы никакая буря или испытание не нарушили равновесие вашей души. Благодаря своей самоотверженности и мудрости, твердо стоя на пути понимания и сострадания, вы сможете отличить истинное добро от ложного добра.
Никогда не забывайте, что приятные слова и добрые дела могут скрыть узы зла. Поэтому будьте бдительны и благоразумны, ведь истинная доброта постоянна и бескорыстна и не ищет награды или похвалы. Внимательно слушайте откровения заблудших, ибо они не просто пересказы, но представляют собой глубокие откровения душ, жаждущих луч света и наставника, который сможет вести их по пути надежды и искупления. Всегда помните, что я рядом с вами, чтобы направлять вас и любить вас безоговорочно. Своей верой и мудростью вы сможете осветить путь не только себе, но и тем, кто заблудился. Ангелы призывают вас развивать свое благоразумие и не позволять необоснованным мыслям руководить вашими действиями или чувствами. Всегда старайтесь основываться на правде и прозрачности, позволяя им быть основой ваших решений и взаимодействий для развития здоровых и прочных отношений. Подтверждаю вашу бдительность, ведь ваши путешествия видят многие глаза, не все полные искреннего восхищения. Некоторые из этих областей полны страсти к тому, что у вас есть. Защищайте свою конфиденциальность и детали личной жизни, как драгоценные камни. Ангелы настоятельно поощряют заблудших смелость изменить речь в пустыне. Изменения начинаются с создания новых слов, открывающих путь в новую реальность, полную возможностей и освещенную надеждой. Я предупреждаю об опасностях, которые всегда подстерегают, ожидая момента, когда наступит момент слабости. Укреплите доспехи своей веры, укреплите эту защиту духовными практиками и постоянными молитвами, постоянно общайтесь с Богом и избегайте препятствий, которые беспокоят вас со злом. Тщательное рассмотрение каждой ситуации, прежде чем сделать мудрый шаг, приведет к большему душевному спокойствию и безопасности. Этот обзор позволит вам рассмотреть различные доступные варианты и выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим принципам и целям. Чрезмерный эгоизм может погрузить вас в духовную депрессию, когда боль потери звучит в каждом уголке вашей души. Эта боль не просто печаль, а глубокий призыв отделить себя от тривиальных вещей, которые манят вас пустыми обещаниями счастья и принятия, и вернуться к своему истинному «Я». Укрепите свою устойчивость при столкновении с трудностями, потому что укрепление внутреннего «Я» защитит вас от внешних проблем. Этот духовный щит не только защищает, но и укрепляет вашу связь с Богом. Ангелы настоятельно рекомендуют практиковать благодарность каждый день, потому что это помогает обрести силу сиять так ярко, что любому с глазу, попытавшемуся вас достичь, не хватит сил. Выражение искренней благодарности – это способ повысить вашу духовную устойчивость и укрепить защиту от скрытой ревности. Бог дает, не забудьте поделиться со всеми членами своей семьи. Если верить этим словам, в Тимофею 5, стих 8 Библия предупреждает нас о важности заботы о наших близких. Бог дал нам дар семьи, и вместе с этим приходит ответственность любить, защищать и заботиться о тех, о ком мы заботимся. Забота о нашей семье предполагает не только удовлетворение ее физических потребностей, но и эмоциональное присутствие. Слушайте внимательно, предлагайте поддержку в трудную минуту и празднуйте с радостью. Знайте, что я всегда здесь, чтобы услышать ваши молитвы и укрепить ваше сердце. В боли я вечен, милость моя бесконечна. Даже в самые трудные времена вы не будете одиноки,
поскольку я протягиваю руки, чтобы защищать и направлять ваши шаги. Поймите, что каждый член вашей семьи является важной частью плана, который я составил для вашей жизни. Каждый вызов и каждая радость, разделенные между вами, укрепляют связь, которая вас объединяет. Итак, когда вы сталкиваетесь с трудностями, всегда не забывайте искать поддержки друг у друга, ведь вместе вы сильнее. Не стоит недооценивать силу сострадания и сопереживания в семейных отношениях. Поставив себя на место другого человека и проявив доброту и понимание, вы укрепите узы любви, связывающие вас вместе. Сострадание – это язык сердца, а оно способно залечить раны и восстановить гармонию. Так что, сынок, создай в своей семье атмосферу любви, прощения и благодарности. Ежедневно благодарить за полученные благословения и открывать руку примирения, когда это необходимо. Помните, что прощение – это не только щедрый поступок, оно также освобождает сердце от боли и приносит покой. В каждом вызове вы найдете силу моего присутствия и мудрость моих слов. Я всегда буду рядом с тобой, направляя твои шаги и освещая твой путь своим божественным светом. Доверьтесь мне и двигайтесь вперед с верой, пока я готовлю будущее, полное благословений и процветания для вас и вашей семьи. Очень важно построить счастливую и дружную семью. Это означает создание среды, основанной на уважении, общении и гармонии. Однако берегите семью. Помните, что чем сложнее задача, тем больше слава вашей победы. То, что сейчас кажется большим экспериментом, вскоре становится одним из его самых замечательных достижений. Сражайтесь уверенно и решительно и двигайтесь вперед твердыми и уверенными шагами. На каждом шагу, в каждой трудности, с которой вы сталкиваетесь, не забывайте, что вы не одиноки. Мои руки всегда вокруг тебя, придавая тебе силы и смелости продолжать путь даже в самых трудных ситуациях. Вы сможете преодолеть любое препятствие, если сохраните в своем сердце горящую надежду, ведь настойчивость приносит награды, и награды тем, кто упорствует до конца, несмотря на бури и испытания. Помните, что внутри вас больше силы, чем вы думаете, и с этой силой вы сможете превратить трудности в возможности, слезы в смех, а страх в смелость. Не сдавайтесь. Доверьтесь своей решимости и вере, и это приведет вас в места, о которых вы даже не мечтали. Верь в меня, доверься силе, которую я дал тебе, чтобы преодолеть жизненные трудности. У вас есть не только навыки и таланты, но и великая сила, которая приведет вас к свету даже в самые мрачные моменты. Идите смело и настойчиво, ибо я с вами на каждом этапе пути. Поверьте, что я буду творить чудеса в вашей жизни, весь ваш тяжелый труд, все ваши слезы и все ваши молитвы будут признаны и благословлены вашей бесконечной любовью. Пусть моя любовь окружает тебя сейчас и ведет тебя в процветающее и процветающее будущее, которое я запланировал специально для тебя. Всегда помни, что ты моя любовь, я всегда буду рядом с тобой, с вечной любовью направляя твои мечты, желания и желания. Знайте, что ваше путешествие продолжается, и с каждой новой главой вы найдете любовь и рост, связанные с надеждой и пониманием того, что это трудное время пройдет. Когда вы оглянетесь назад, осознайте, какого прогресса вы достигли и как далеко вы продвинулись, укрепляя вашу стойкость и решимость.
Иди, дитя мое, ибо я стою перед тобой, как могучий великан, наполняя тебя любовью, силой и надеждой. Если вы поверите в мою силу, вы увидите исполнение своих молитв. Вы переживаете трудные времена, ваши дни идут не так, как вам хотелось, ваша энергия тратится впустую, вы находитесь на грани депрессии и чувствуете, что не можете продолжать дальше. Но у тебя все еще есть моя милость. Вот почему я решил поговорить с вами сегодня, чтобы заверить вас, что я ничего не могу сделать. Вам не обязательно терпеть эту ситуацию, потому что вы можете довериться мне и оставить все свои заботы в моих руках. Если да, то я обещаю, что моя благодать и сила проявятся в вашей жизни необыкновенным образом. Поверь мне, никакая сила не сможет победить тебя. Никто не украдет благословения, которые я приготовил для вас. Пусть моя благодать окружит тебя, пусть она принесет в твою жизнь добро, и пусть дела рук твоих процветают. Приходите ко мне сейчас, позвольте мне обновить вашу энергию и возобновить вашу страсть к жизни. Я здесь, чтобы поднять вам настроение, воодушевить вас не унывать, напомнить вам, что я всегда рядом с вами и что ничто не сможет достичь вас без вашей веры в меня. Эквивалент Бога. Нет ничего невозможного, только бесконечное. Будьте смелыми и отважными, не бойтесь, не расстраивайтесь, ведь я на вашей стороне. Я поведу тебя в знамение перед ненавидящими тебя, съем тебя на глазах у них, чтобы дать им силу и радость тебе. Это ваше право и ваше наследие во Христе Иисусе. Иисус написал: «Иисус есть Господь». Со всей уверенностью вашего сердца пусть Бог надежды наполнит вашу жизнь радостью и миром, пусть ваша вера укрепится, чтобы, куда бы вы ни пошли, вы распространяли надежду силой Святого Духа. Даже если вы сомневаетесь в причине своих страданий, пролития слез и многих испытаний, Бог шепчет, что Он благословит вас, восстановит вас и возвысит вас перед вашими врагами. Боже, Господь благодати и бесконечной любви, услышь нашу молитву в это время. Просим вас проявить свое понимание и мудрость во всех словах и намерениях, выраженных в этом тексте, проявить силу своей святой благодати, защитить каждый шаг пути читающих эти слова и излить благословения и чудеса. Всем сердцем я ищу Твоего присутствия, Господь, удали тьму, принеси свет, радость и процветание всем, кто решит идти с Тобой. Просим Тебя удалить все зло и опасности от тех, кто ищет Твоей защиты, руководствоваться ангелами и защитить их от путей зависти и обмана врага. Дай нам мудрости следовать путем благодати и веры, принимать мудрые решения и всегда быть с нами, чтобы мы не чувствовали себя одинокими, потому что мы знаем, что Ты наш лучший друг. Мы просим, чтобы явленные блага сбылись, возможности открылись, мечты сбылись, а веру укрепили, чтобы мы не отклонялись от Твоей воли. Пусть будет много здоровья, благополучия и радости в жизни тех, кто с открытым сердцем примет это послание. Дайте нам смелость противостоять вызовам и простить тех, кто осуждает нас, не зная истины в наших сердцах. Ваша божественная благодать сотрет любую негативную энергию, которая пытается напасть на нас, наши семьи, чтобы мы могли жить в мире и гармонии. Господь, услышь наши молитвы и даруй нам защиту, мудрость и процветание, чтобы мы могли идти рядом с Тобой и преодолевать трудности с верой и надеждой во имя Твое. Аминь.
Бог – ваша лучшая компания, ищите убежище среди богатств, превосходящих человеческое воображение. Готовьтесь ко многим благословениям с этого момента. Подождите, пока наступит подходящее время, чтобы добиться отличных результатов. Оставьте комментарий, рассказывающий о том, как Бог обращается с вашей семьей и как вы стали для них обещанием единства. Бог подобен полководцу, который охраняет ваши дни. Будьте уверены, потому что есть красивые вещи, которые ознаменуют новый этап в вашей жизни. Аминь. Верьте в силу Божью в вашей жизни, потому что Бог может сделать то, что вы не можете себе представить. Будьте тверды в своей вере, потому что великие дела уже близко. Будьте мужественны и ожидайте получить благословения, которые Бог приготовил для вас. Дорогой сын, я хочу быть верным тебе. Я понимаю, что бывают моменты, когда нас одолевает беспокойство, проблемы, страх и сомнения. Однако знайте, что вы не одиноки в эти трудные времена. Я, твой Бог, всегда рядом с тобой. Сегодня я приглашаю вас передать все эти заботы в руки Бога. У Него есть сила укрепить нас, направить нас и внести ясность во все сферы нашей жизни. В это можно верить. Завтра может произойти что-то экстраординарное. Бог готовит для вас нечто особенное. Это то, что избавляет вас от всех забот, которые вас тяготят. Я хочу, чтобы вы почувствовали присутствие ангелов вокруг вас. Они являются посланниками Бога и всегда рядом с нами, побуждая нас полагаться на силу гармонии и следовать небесным временам. Они шепчут вам на ухо слова ободрения, напоминая, что вы не одиноки в этом путешествии. Важно слушать, что говорит нам Бог. Мы часто отворачиваемся от Бога, когда счастливы и процветаем. Однако Он никогда не оставит нас. Он любит нас безоговорочно и всегда хочет быть рядом с нами. Итак, откройте себя, чтобы почувствовать Божью любовь и преданность к вам. Он всегда готов принять вас в свои любящие объятия. Даже когда вы чувствуете себя далеко, Он – бесконечный источник мира, силы и надежды. Поэтому я приглашаю вас на время закрыть глаза. Открыть сердце, чтобы получить благословение, которое Бог приберег для вас. Даже если это кажется трудным, помните, что Он по-прежнему работает для вас. Пусть ваша вера в Божью любовь живет вечно. Пусть эти слова глубоко тронут вашу душу и напомнят вам о важности близости к Богу на каждом этапе вашей жизни. Он – ваше убежище в неспокойные времена и бесконечный источник любви, в которой вы нуждаетесь. Никогда не забывай Его, Он никогда не забудет тебя. Он мой свет, мое прибежище, моя сила и смысл моей жизни. Я надеюсь, что эти простые слова тронут ваше сердце и принесут в ваш день немного надежды и веры. Вы знаете, что вы не покинуты, что Бог все еще здесь, готовый вести вас, защищать и благословлять вас. Сохраняйте веру и готовьтесь к предстоящему путешествию. А Боже, приди в свой дом и забери все заботы, проблемы и заботы. Я прошу вас позаботиться и исцелить мою семью и принести мир и безопасность в мою деревню. Если вы в это верите, напишите 5454. Бог никогда не подводит, и я доверяю тебе определенную цель. Аминь.
Вы благословлены Богом, талантливы и любимы. Бог – суть истины и никогда не лжет. Когда вы читаете одно из Его слов в Библии, искренне верьте Ему. У Бога есть сила сделать это в вашей жизни. Нет ничего невозможного, когда Бог рядом с тобой. Я хочу от всего сердца поблагодарить Бога за всю безусловную любовь, которую Он давал нам во все времена, Его постоянную защиту и никогда не оставляющую нас. Выражайте благодарность Богу, зная, что Его чудеса непостижимы. Он больше всех тревог, боли и забот, которые мы можем нести. Боже, я прошу Тебя помочь мне сделать так, чтобы Ты всегда был со мной, охранял меня, слушал меня, заботился обо мне, боролся за меня и любил меня. Точно так же, как Бог открыл море для своего народа, Бог заверил, что Он может спасти вас от проблем, которые вас беспокоят. Напишите 3434, если верите в Бога. Бог превращает тьму в свет и ходит по самой высокой горе в мире. Его зовут Лорд Армий Небес. Господи, этот месяц – еще одна замечательная возможность поделиться любовью, лелеять мечты, создавать незабываемые моменты и укреплять наши отношения. Даже если мир пытается обескуражить вас, высмеять или преследовать из-за любви, которую вы предлагаете, оставайтесь сильными, сильными и смелыми, потому что вы знаете, что Он всегда на вашей стороне. Оставьте комментарий с надписью «Бог со мной». Библия напоминает нам, что смерть – это плата за грех, а вечная жизнь – дар Божий во Христе Иисусе, Господе нашим. Бог говорит нам подготовиться к большим переменам в нашей жизни. Вскоре вы найдете способ оплатить все свои долги и счета, и вашим детям останется что-то особенное. Верьте в это, ведь сейчас начнутся ваши светлые дни. Вы выздоровеете, на вашем пути появится настоящая любовь, а к вам и вашей семье придет финансовое благословение. Готовы ли вы получить этот удивительный подарок? Если вы готовы, наберите 2222. Бог хочет, чтобы вы добились успеха, и если вы дойдете до конца, Он обещает дать вам здоровье, мир и мудрость, чтобы противостоять трудностям, которые могут возникнуть. Тьма, которая стремится вернуться, больше не достигнет тебя, потому что ты будешь ярким светом на всех путях твоих, освященных Его словами. Ангелы советуют вам каждый день молиться о вашей защите и освободиться от путей и заблуждений, которые могут вам навредить. Оставайтесь как можно ближе и в безопасности. Пояснение 9292 попросите, чтобы все плохое, что влияет на вашу веру, исчезло, и вы стали новым человеком с большой верой, с двойным восстановлением всего утраченного, включая мои мечты. Бог предлагает новый путь, полный великой надежды, где вы будете знать, что всему свое время. С того момента, когда все происходит не так, как вы ожидали, вы не будете выбирать грусть или радость, потому что вы будете знать, что это на самом деле означает. Бог совершенен. Ангелы надеются улучшить ваше финансовое положение, особенно если вы благодарны за более здоровый образ жизни. Все начинает идти гладко, даже если это двойка. Простые ангелы хотят ободрить вас безопасностью, которую они обеспечивают, напоминая, что вы не одиноки. Доброта привлечет больше хорошего в вашем путешествии.
Бог пообещал освободить вас от всех пристрастий и искушений, которые удерживали вас до сих пор. Это новое путешествие. Будьте благодарны за все, что двигает вас вперед. Простые ангелы сделают вас счастливыми. Последовательная практика доброты привлечет в ваше путешествие больше хороших вещей из Вселенной. Вы должны это понять. Бог заверил, что ваше физическое состояние улучшится с того момента, как вы услышите это совершенное послание. Те, кто хочет добиться успеха в жизни, говорят мне еще раз: «Теперь, Господи, позаботься обо мне, и я знаю, что если я поверю в Тебя, то в моей жизни произойдет много хорошего, и вся хвала будет имени Твоему». Ангелы указали, что кто-то из ваших знакомых планирует причинить вам вред, и это послание пришло к вам, чтобы защитить вас. Напишите 4545, чтобы получить величайшие Божьи благословения и убедиться, что ваша неделя полна достижений. Ангелы говорят, что в вашей жизни появится много возможностей, и то, что казалось невозможным, станет реальностью. Сын мой, у Бога для тебя много хороших новостей. Оставьте это и покажите свою веру в исполнение этих обещаний, потому что Слово Господне не является ложным. В ближайшие 14 часов в твоей жизни произойдет большое финансовое чудо, сынок, которое принесет на твой банковский счет огромную сумму денег. В конце этого сообщения будет обнаружено нечто удивительное. Очень важно, чтобы вы присутствовали, потому что вы пропустите все благословения, которые Бог приготовил для вас. Поскольку Бог дал вам божественную мудрость, рядом с вами будут ангелы, которые защитят вас от попадания в ловушки врага. Напиши Господу: «Без Тебя я ничто», чтобы подтвердить свою веру в божественные замыслы для твоей жизни, сын мой. С самого начала было сказано, что того, кто дойдет до последнего слова, ждет великая награда, и Бог не подведет. Скоро это станет реальностью. Аминь. Бог сказал, что вы находитесь на правильном пути, чтобы получить эти благословения, и это решение уведет вас от греха и приведет к очень благословенной жизни. Ангелы указали, что в ближайшие 24 часа вы получите сообщение от человека, который принесет счастье в вашу жизнь. Бог предупреждает вас, чтобы вы были осторожны с людьми, с которыми общаетесь, потому что кто-то планирует задеть ваши чувства, но вскоре вы узнаете, кто этот человек. Аминь. Вскоре будет отправлена группа посланников, чтобы дать вам дополнительный источник дохода в вашей жизни, чтобы вы никогда не были бедными. Напишите 6565 и попросите Бога и дальше помогать вам в ваших начинаниях и позволить вам войти в число избранных. Бог уверяет тебя, что у тебя есть только один выбор – идти по пути успеха или потеряться в грехе, сын мой. Знайте, что вы не одиноки. Даже если вы совершили много ошибок, Бог хочет простить, если вы решите следовать за Ним. Ангелы сообщили, что многие ваши мечты начнут сбываться уже на следующей неделе, ведь все происходит в Божье время. Бог открыл, что человек, которого вы любите больше всего, скоро встретит вас и доставит вам огромную радость. Пусть благодать Господня будет с вами на каждом этапе пути и наполнит вашу семью гордостью и радостью. Напишите на номер 5757, чтобы оставить последний запрос в поисках счастья и нового духовного пути.
Аминь. Бог открыл, что это начало новой главы в вашей жизни, где все плохое будет удалено. Ангелы призывают вас быть сильными и не бояться осуществлять свои мечты, потому что Господь рядом с вами и будет вести вас. Правило 4242 гарантирует, что до этого дойдут только честные люди. На просторах человеческой жизни Бог раскрывается как могущественная сила, превосходящая всякое понимание. Его величие устраняет тревогу, боль и страх, которые могут напасть на нас. Он все еще здесь, наблюдает за нами, слушает нас, заботится о нас и сражается за нас с несравненной любовью. Как Бог, разделивший море для своего народа, Он обладает силой освободить нас от страданий, от которых мы страдаем. Он превращает тьму в свет и ходит по высотам земли, провозглашая свое имя как Иегова Саваофа, прославляемый и восхваляемый. В этом месяце у нас есть еще одна прекрасная возможность выразить любовь, лелеять мечты, создавать незабываемые моменты и укреплять наши отношения с Богом. Независимо от бедствий мира, мы все равно можем стоять сильными и мужественными, потому что знаем, что Бог всегда с нами. Его безусловная любовь дает нам вечную жизнь во Христе Иисусе, нашем Господе, бесплатный дар для преодоления бремени греха и смерти. Бог призвал нас подготовиться к большим переменам в нашей жизни, обещая ресурсы для погашения долгов, оплаты расходов и даже для того, чтобы оставить что-то особенное для наших близких. Нам говорят верить в светлые дни, которые ждут впереди исцеления, настоящей любви и финансового успеха. Готовы ли мы принять этот чудесный дар? Пришло время твердо стоять на ногах и готовиться к тому, что должно произойти. Бог, желающий нам успеха, уверяет нас, что, упорствуя до конца, Он даст нам здоровье, мир и мудрость, чтобы справиться с любым испытанием. Он пригласил нас быть сияющим светом среди тьмы, просвещенными Его Словом и охраняемыми Его ангелами. Каждый день мы можем молиться о нашей защите и спасении от всего зла, которое угрожает нашей вере, веря, что Бог восстановит все утраченное, включая наши любимые мечты. На пути, который открыт перед нами, мы обретаем надежду и понимаем, что всему свое время. Мы знаем истинный смысл Божьего совершенства и понимаем, что даже перед лицом трудностей мы можем найти утешение в Его непоколебимой любви. Благодаря за каждый день здоровой жизни мы можем ожидать улучшения наших условий и удовлетворения наших потребностей под руководством и защитой ангелов, которые нас охраняют. Бог пообещал освободить нас от зависимостей и искушений, которые блокируют наш путь, и предлагает нам новое начало, полное благодарности и надежды. Когда мы стараемся использовать доброту во всех своих действиях, мы привлекаем в свою жизнь больше благословений и хороших возможностей. Мы знаем, что опора на Бога может улучшить наше физическое и психическое здоровье, а также все сферы нашей жизни. Ангелы сообщают нам, что среди борьбы и испытаний кто-то попытается причинить нам вред, но Бог защитит нас и приведет к победе. Они уверяют нас, что наши молитвы будут услышаны и что наши недели будут наполнены победами и благословениями. Когда мы твердо стоим в своей вере, мы можем верить, что Бог проведет нас через любые невзгоды и приведет нас к будущему, полному надежды и радости. В ближайшие несколько часов в нашей жизни произойдет финансовое чудо, принесшее много вещей,
которыми мы сможем поделиться и процветать. Мы должны всегда быть бдительными и открытыми, чтобы получить эти благословения, зная, что Бог всегда рядом с нами и защищает нас от всякого зла. Зная свою зависимость от Бога, мы укрепляем свою веру в Его божественные планы относительно нас и готовимся получить все, что Он имеет для нашей жизни. Дойдя до конца этого послания, мы видим, что обещание великой награды для тех, кто упорствует, исполнилось. Бог уверяет нас, что мы находимся на правильном пути к богатству и благословениям, и если мы решим следовать за Ним с искренностью и преданностью. Несмотря на жизненные взлеты и падения, мы можем доверять Богу, который поможет нам достичь и осуществить наши самые сокровенные мечты. С благодарностью в сердце и верой в нашего Бога мы готовы смотреть в будущее смело и уверенно. Аминь. Это выходит за рамки кровных уз. Как члены Божьей семьи, мы обязаны заботиться друг о друге. В христианском сообществе мы должны протягивать руку помощи и предлагать поддержку, когда это необходимо. Это важно, потому что забота о семье отражает наши отношения с Богом. Когда мы заботимся о наших близких, это показывает нашу веру и любовь, которую Бог излил в наше сердце. Мы являемся живыми свидетелями преобразующей силы Христа, заботясь о близких нам людях. Для моей семьи важно получить Слово Господа и стать проводниками перемен. Как Бог, я вижу вашу готовность заботиться о своих близких и всегда искать для них самого лучшего. Сейчас время сбора урожая. Я открою небесную сокровищницу и залью для тебя обильную пищу. Финансовые двери откроются перед вами, и благословения хлынут в вашу жизнь так, как вы даже не могли себе представить. Поверь в это, сын мой, и увидишь силу моего действия в твоей жизни. Как я благословлял Иова в его страданиях, так и я благословлю и его. Ваша вера и надежда будут вознаграждены. Верьте, что лучшие моменты вашей жизни грядут. Пусть ваш внутренний свет сияет и является примером любви и надежды для всех вокруг. Своими утешающими и ободряющими словами, ободряющей улыбкой и примером веры вы станете источником света для окружающих. Наш дорогой Отец, мы благодарим каждого члена нашей семьи и просим Твоего благословения в наших семейных отношениях. Призовите нас довериться вашей силе и верности, чтобы они направляли наши пути и восстанавливали наши отношения во имя Иисуса. Аминь. Дорогой Господь, любящий и милосердный Отец, во имя Иисуса, я хочу выразить свою благодарность за все благословения, которые Ты дал мне и моей семье. Я благодарен за каждый новый день, который Ты нам подарил, за каждое дыхание жизни, за каждый солнечный луч, который светит нам на пути. Господи, я знаю, что все хорошее исходит от Тебя, и хочу выразить за это искреннюю благодарность. Господи, спасибо Тебе за Твое постоянное присутствие в моей жизни. Даже в трудную минуту Ты мое утешение и моя сила, моя поддержка в часы страданий. Спасибо за то, что никогда не покидаешь меня, за то, что протягиваешь мне руку помощи, когда я чувствую слабость, за то, что утешаешь меня, когда мне грустно, и за то, что ободряешь меня своим присутствием. Господь, я благодарю Тебя за Твою неизменную доброту и верность. Ты Бог, который сдерживает свои обещания, который не оставит нас, который всегда приведет нас к победе.
Спасибо за то, что Ты моя опора, моя сила и мой Спаситель. Я доверяю Тебе и не боюсь, потому что знаю, что Ты всегда со мной. Господи, спасибо Тебе за Слово Твое, свет ногам моим и свет на моем пути. Я благодарю Тебя за мудрость и утешение, которые я нашел на каждой странице Библии, за руководство и направление, которые Ты дал мне через свои заповеди. Я размышляю над Твоим Словом день и ночь, чтобы добиться успеха во всем, что я делаю. Господь, я благодарю Тебя за дары и таланты, которые Ты дал мне, и за возможность служить Тебе ими. Я буду использовать все навыки, которые Вы мне дали, чтобы прославить Ваше имя и благословить жизни тех, кто меня окружает. Господь, позволь мне быть хорошим распорядителем талантов, которые Ты дал мне, и приумножать их для Твоей славы. Господь, спасибо Тебе за Твою церковь, сообщество верующих, которые принимают и поддерживают меня. Я благодарю всех своих братьев и сестер во Христе за их дружбу и поддержку. Мы растем вместе в любви и единстве, всегда ищем Вашу волю и делимся Вашей любовью с окружающим миром. Господь, за мою семью я благодарю Тебя за драгоценный дар каждого человека. Спасибо Тебе за Твою жизнь, за Твою любовь и заботу, за то, что Ты всегда со мной. Давайте будем источником успеха друг друга, укрепляем друг друга верой и любовью, и давайте жить Вашей любовью к миру. Господь, спасибо Тебе за жизненный опыт, счастливые времена и трудности, с которыми я сталкиваюсь каждый день. Это возможность расти и учиться, и поэтому я ценю все, что меня показывает и меняет. Господь, помоги мне усвоить уроки, которые Ты хочешь преподать мне в каждой ситуации, чтобы я мог расти в духовной зрелости, сталкиваясь с жизненными трудностями. Господь, я благодарю Тебя за Твоих ангелов, которые охраняют и защищают нас, за Твою заботу, которая заботится о нас, и за Твою благодать, которая спасает нас. Ты Бог, который постоянно заботится о нас, поэтому мы воздаем Тебе все уважение и всю хвалу. Мы живем каждый день для Вашей славы и всегда стараемся исполнять Вашу волю и чтить Ваше имя. Во имя Иисуса я благодарю Тебя за все, Господь. Аминь.